Привет всем путешественникам и не только! Сегодня я покажу вам настоящее космическое чудо, которое приземлилось к нам в Якутию. Корабль из «Звездных войн». Пристегните ремни, мы начинаем наше путешествие. Ну что, есть среди вас фанаты «Звездных войн»? Пишите, насколько соответствует оригиналу. А сделан этот звездолет из 50 листов ДВП. В длину он достигает 14 метров, в ширину 10, в высоту 4. Его вес превышает 1 тонну. И на минуточку, это первая в мире реконструкция Razor Crest. На самом деле все бы ничего, но здесь так ветрено, потому что мы находимся на сопке. И, соответственно, несмотря на то, что сегодня солнечное тепло, ветер, он просто обжигает мои руки. И я не представляю, как эту махину можно было сюда затащить и установить. Причем сделать это еще в минус 30 градусов. А вот создатель корабля – 28-летний косплеер из Якутска Аял Федоров. Ну вот, ребята, вот он, создатель. Аял, привет. Здороваемся. Видно. На создание звездолета ушло ровно 3 месяца и 750 тысяч рублей. Хотя обо всех трудностях создания Аял лучше расскажет сам. Расскажи, пожалуйста, сколько времени ты создавал это чудо? Начали в ноябре, именно подсчеты, материалы, найти гараж, ангар. Сам этот корабль начали 10 декабря постройку. 10 декабря. Какие сложности были? Сложности были во всем. Найти это помещение, чтобы было тепло. У нас были аномальные холода в январе, и иногда печки не справлялись и просто вырубались. Приходили, просто был лютый холод. Сложности были еще поставить двигатели, сделать каркас, найти размеры. Просто сделать округленный как называется это? Окна вот эти. Да, окна, да. И еще было сложно поднять его. Сколько человек потребовалось? Мы когда вытаскивали на улицу, потребовалось 30 человек. Посчитал, что 40 пойдет, но пришли только 30, но мы смогли вытащить. Так это получается, сколько он весит? Больше тонны где-то. Больше тонны. Именно без двигателя. Это ДВПшка обычная. Да, мы несколько дней подбирали краску, простые, используя, просто наносили, проверяли, осмотрели именно, как она выглядит. И нам подошел этот краской текст, это серебро. Более-менее так подошло, и эта краска чуть-чуть освещает, чуть-чуть играет, когда свет играет, да. И ночью очень хорошо видно, что именно городские огни, они более так освещают корабль. И потом сделали более реалистично, реализма добавили. Это оттенки темного, основной цвет и плюс еще эмблему сделали корабля. Слушай, ну а как ты делал эти чертежи вообще? Чертежи делал просто на бумаге, скачал с интернета этот вид сверху, спереди, сбоку, и миллиметр перевел на сантиметр. И где-то месяц мы подбирали именно размер, вытаскивали из картинки в реальность. Вот это получается у нас двигатели, да? Да. Ты говорил, они падали, да? Да, у нас были 3 попытки. У нас было 3 попытки, чтобы его поставить. Сначала использовали ДВПшку, но он был очень тяжелый, поэтому пришла идея сделать из пенопласта. Пенопласт он легкий и очень прочный. Да, каркас сделали из брусков дерева.
Посередине у нас PET-пленка, он тоже легкий, максимально облегчили этот двигатель. Изначально мы не хотели сделать кабину внутри, да, просто как-то оболочку и затонировать хотели. Но мы зарегистрировались в ТикТоке, там набралось 2 миллиона просмотров, и там начали писать: сделайте кабину, покажите кабину, пожалуйста, пожалуйста. Мы такие: ладно, давайте сделаем кабину, это будет очень круто. И все равно нам понадобится для дальнейших съемках, как будто он приземлился в Якутии, да. И сделать кабину было очень сложно. Там всякие детали, лампочки, все кнопочки, они все функционируют, не просто так там висят, стоят. Когда включаешь двигатель, подфарник, задние стопаки, двигатель включаешь, как там основную лампу в кабину включаешь, прицел включаешь, ну все, что вот это экран, там всякие элементы, они все работают. Вот так. Но там очень мало места. Да, там очень мало места. Ну, для мандалорцев хватит и для юта. Малыша Грога. Сзади есть люк, который открывается. По идее, эта дверь тоже должна открываться, но мы не стали это делать, потому что конструкция не позволяет, поэтому сделали задний люк. Она открывается и закрывается. Мандалорец будет выходить оттуда, ну и заходить. Всего над проектом работала большая команда. Костяк составили 4 друга косплеера, плюс десятки людей помогали разово, когда была возможность. Результат слаженной работы у нас с вами перед глазами, и кажется, это только начало. Мы хотим сделать крестокрыло, да, и 10 штурмовиков, хотим сделать бойню тут, ну, свою фанатскую версию. И у нас очень много сцен, встречи с балтерами, там, например, если, например, в древние времена там мандалорец прилетел бы, каково было бы встретиться с местными жителями. И это будем делать, и выкладывать YouTube канал. Весь процесс создания снимался на камеру для публикации на YouTube-канале. В будущем косплеер Аял планирует активно развивать свой канал и рассказывать о том, как можно самим создавать подобные шедевры, а главное, с какими трудностями можно столкнуться. Не забудьте на него подписаться, если что, у меня и ссылочка в описании имеется. Итак, ребята, прямо сейчас мы с вами чуть не улетели в космос из города Якутска, с корабля из вселенной Звездных войн. И мне кажется, тут скоро еще что-то появится, да? Да, намечается крестокрыл, если у нас все получится, так что тут будет еще круче. Так что приходите, смотрите и подписывайтесь. Подписывайтесь на Аяла, Just Аял, Да, все Just правильно. Аял. Ссылочка у нас будет в описании. Пишите ваши вопросы, возможно, вы хотите создать такого же красавца. Скоро у тебя на канале, кстати, будет, да, инструкция об этом. Да, у нас идет монтаж, и скоро будет все готово. Так что, друзья, подписывайтесь скорее, ставьте лайки и пишите ваши вопросы. Всем пока, всем удачи! Пока-пока. На этом можно было бы и закончить, если бы ветер не снес корабль и тот не разрушился. Это случилось в начале апреля. Вихрь просто закружил звездолет, и он упал. Печальные кадры. Сейчас Аял планирует возвести новый корабль. Он также будет установлен в лесу парка Урдел, только на этот раз будет значительно защищен от ветра. Как вы считаете, возможно ли вообще такое? Пишите комментарии и обязательно поддержите Аяла рублем. Все реквизиты в описании. А в конце можно лишь добавить: This is the way.